Публикация издания «Вечерний Бишкек» о блокировке сайта Азаттык в Кыргызстане заинтересовала факт-чекеров издания Булак KG не случайно. Уже сам заголовок публикации явно провокационный. Цитирую: «Блокировка Азаттык. Руководство издания плюет на законы КР». Факт-чекеры Булак KG провели анализ и выявили несколько фактов манипуляций и лжи. Факт первый. Цитата из статьи «Вечерки». Президент Азаттык Джейми Флай сделал заявление в рамках блокировки своего издания Минкультурой. «Мы не поддадимся давлению и не удалим материалы с нашего сайта даже по решению правительства Кыргызстана». А вот реальная цитата из реального заявления главы «Радио Свободная Европа» Джейми Флая. «Радио Свободная Европа, Радио Свобода серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий. Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов. Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана». Таким образом, цитата Джейми Флая была вырвана из контекста и искажена, несмотря на то, что это прямая речь. Информация о том, что руководство издания изучило материал и не обнаружило нарушений стандартов, была упущена. Также не упоминается о том, что материалы сбалансированы. Вердикт – дезинформация, то есть введение в заблуждение путем предоставления неполной информации или полной, но уже ненужной информации, искажения контекста, искажения части информации, чтобы подтолкнуть аудиторию к действиям, нужным манипулятору. Факт второй. И снова цитата из «Вечерки». Также он, то есть Джейми Флай, называл законное решение государства авторитарным и подчеркнул, что издание продолжит работать в прежнем русле, то есть в противовес нормам и требованиям Кыргызстана. Вердикт – это ложь. Ранее издание Булак KG уже объясняло, почему решение о блокировке сайта Азаттык было незаконным. Министерство культуры сослалось на закон о защите от недостоверной информации, но в этом законе речь идет о нарушении чести и достоинства какого-либо лица. Но в случае с Азаттыком такого лица попросту нет. Минкультуры ссылается на язык вражды, дискриминацию и национальные интересы Кыргызстана, но об этом вообще нет речи в законе. Ну и главное, блокировка сайта не означает запрет работы СМИ. Таким образом, написав о том, что работа Азаттыка противоречит нормам законодательства Кыргызстана, журналисты «Вечерки» снова солгали. Ложь. Преподнесение фактов в искаженном виде, предоставление сведений, не соответствующих реальности. Источник Коул, 1998 год, страницы с 210 по 312. Следующая цитата из статьи «Вечернего Бишкека». «И то, что проамериканское издание работало в этот момент в интересах нападающих, говорит само за себя. Более того, издание демонстративно, а вовсе не объективно дискредитирует политику суверенного государства, на территории которого оно создавало провокации в момент конфликтной ситуации». Конец цитаты. И это утверждение факт-чекеры Булак KG посчитали притянутым за уши. И вот их аргументы. Во всех публикациях Азаттыка его сотрудники дают информацию, поступающую от обеих сторон конфликта, тем самым соблюдая приверженность международным стандартам журналистики. Также на YouTube-канале Азаттык можно увидеть десятки сюжетов о ситуации в Баткене, жизни простых граждан, судьбах военных, волонтерской помощи пострадавшим и так далее. Вердикт. Утверждение «Вечерки» о том, что Азаттык якобы дискредитирует политику суверенного Кыргызстана или работает в интересах нападающих, не соответствует действительности. Снова ложь. И, наконец, еще одно поспешное заявление в статье «Вечернего Бишкека». Цитирую: «В свою очередь, блокировкой сайта Минкульт выполнил требования народа, который неоднократно выступал за закрытие Азаттыка». Конец цитаты. 13 октября возле офиса редакции Азаттык действительно прошел митинг с требованием закрыть издание. Участники акции протеста были в масках, скрывали свои лица, а организаторы Илимбек Исраилов и Джипаргуль Баргибаева, как выяснили СМИ, неоднократно участвовали в провокационных акциях. Вердикт. Со стороны «Вечерки» это особый вид манипуляции, который называется обобщение. Несколько участников акции с закрытыми лицами журналисты отождествили за всем народом Кыргызстана, а это далеко не одно и то же. Вывод. Журналисты издания «Вечерний Бишкек» в статье о блокировке сайта Азаттык несколько раз допустили ложные высказывания и применили приемы манипуляции.